Честность, доброта и самоотверженность были отличительными и наиболее заметными качествами в его характере, вспоминает Роза Олегова. Или сдерживая волнение, она рассказывает об Аюпе Олегове. Ее отец – герой уже известного по всей России проекта «Лица Победы». Он очень серьезный был. Лишних слов он никогда не говорил. Он честный был, слишком правильный был в жизни. Бывает, себе хорошо, ему все равно, лишь бы людям было хорошо. Такой он был правильный. Биография Аюпа Олегова дает свое начало в 1917 году. Уроженец села Кантышево с юных лет стремился к знаниям. Учеба в частной школе, затем в рабочем факультете сменилась военной службой. С 1939 года принимал участие в военных действиях на территории Финляндии. Он старший разведчик органов НКВД. Позже был вынужден столкнуться с несправедливостью. В это время он работал разведчиком границу Финляндии. После, как и все, был выслан в Среднюю Азию, в Актмольск. Ввиду того, что он являлся государственным работником, его отправляли в ссылку отдельно спецвагоном. И когда его отправляли, он заметил нетранспортабельных, старых и больных, которым угрожала опасность. Взял их с собой в Сибирь. Позже они вернулись на родину и воссоединились с родными. Волевые решения и твердый характер Аюпа сыграли решающую роль в выборе профессии ее сына, рассказывает Роза Олегова. По стопам нашего отца пошел мой сын военный. Именно артиллерийский. Закончил сейчас, работает военного. По стопам дедушки. Он учился, мальчик учился в Питерском военном. Там говорят, он говорит, когда приехал первый год отпуск, он говорит, мама, говорит, в этом артиллерийском институте, говорит, была биография дедушки. Он смотрел. В 1957 году он вернулся на родину, а через некоторое время в возрасте 73 лет Аюпа Олегова не стало. Военный билет, свидетельство об окончании учебы и архивная справка. Пожалуй, вот и все документы, сохранившиеся к этому времени. Множество орденов и медалей утеряны во время депортации в Среднюю Азию. Он является защитником Европы. У него имелись множество наград, но ничего о нем не сохранилось. Мы, в свою очередь, делаем запросы на такие затерянные медали и ордена в различные архивы Российской Федерации. Найти, сохранить и передать память о наших фронтовиках-героях. В скором времени портрет Олегова украсит книгу с фотоиллюстрацией, издание которой нацелено на противодействие фальсификации истории. Жадат Хулхоева, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.